Киргизия усилила границу с Таджикистаном. В Бишкеке сообщили об обострении обстановки на границе с соседями. По их информации, со стороны Таджикистана наблюдается скопление военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике. В погранслужбе отметили, что с киргизской стороны предпринимаются меры по урегулированию обстановки, однако представители Таджикистана не отвечают на телефонные звонки. С таджикской стороны наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике. Погранслужба, Государственный комитет национальной безопасности Киргизской республики принимает все меры с целью недопущения эскалации конфликта. По данным погранслужбы, таджики прошли вглубь их территории больше, чем на километр. Оставили там металлический контейнер, который используют для перевозки морем габаритных грузов, и отошли от него на 600 метров. Сообщается, что инцидент произошел близ Чон-Алайского района Ошской области. Душанбе отверг обвинения Бишкека. Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что действия их военных на границе ранее уже были согласованы. В связи с этим в настоящее время пограничным нарядом погранвойск Таджикистана осуществляется охрана по согласованной линии прохождения таджикско-киргизской госграницы. То есть, согласно данной протокольной договоренности, выставление пограничного наряда осуществлено на согласованной территории. Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 километров. После распада СССР на ней остались десятки спорных участков. Несогласованными до сих пор остаются около 500 километров. С Таджикистаном пока переговоры не начались, вопросы границ не решаются односторонне. Мы должны будем делить поровну. Вы скажете, что хотите получить 75%, и я скажу то же самое. Споры так и будут идти, пока в конце не придем к одному решению. При этом споры с применением оружия на таджикско-киргизской границе в последние годы не редкость. В 2019 году в перестрелке погиб киргизский пограничник. В мае 2020-го из-за недобрососедских земельных отношений были ранены 3 киргизских и 2 таджикских военнослужащих. Последнее обострение конфликта началось 28 апреля этого года. Поводом для очередных трений между соседями стал спор вокруг водозабора Головной на реке Исфара. Он предназначен для полива посевов приграничных районов Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. В Душанбе уверены, что узел принадлежит им, поскольку так указано в документах 1989 года. Их оппоненты утверждают, что строился этот пункт исключительно на деньги Киргизской ССР. Таджики решили взять водозабор раздора под свой контроль и попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линий электропередач. Киргизам это не понравилось, и они решили спилить столбы. Собравшиеся начали забрасывать друг друга камнями. Дело дошло до того, что в ситуацию пришлось вмешаться армии, и военные поначалу действительно пытались договориться. Я прошу, не надо. Вот именно, не надо вот это сейчас. Но потом кто-то начал стрельбу. В Баткене заполыхали пожары. Местные власти говорили, что таджики поджигали дома киргизов. Сообщалось о мародерстве. Люди в ужасе покидали свои дома. Киргизы эвакуировали из зоны столкновения более 2500 своих граждан. В городах мгновенно завязались снайперские дуэли и уличные бои. С применением тяжелого вооружения. Миномет, гранатомет, РПГ, Баткен, Афганистан. Бронетехники. Красавчик! И ударные авиации. С
Столкновение между Киргизией и Таджикистаном длилось более 6 часов. 30 апреля главы МИД и премьер-министры двух стран провели экстренные переговоры, в результате которых были достигнуты договоренности о прекращении огня и отводе военной техники. Однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. 2 мая стороны подписали совместный протокол по демаркации границ. С 3 мая обе стороны вывели всю военную технику из зоны конфликта. В результате столкновений погибли 19 граждан Таджикистана, еще 87 человек получили ранения. Киргизская сторона заявляет о 36 смертях и 200 пострадавших. 1 июня, за несколько дней до сообщения Бишкека о пограничных провокациях со стороны Душанбе с установкой контейнера на их территории, госсекретарь США Энтони Блинкен говорил по телефону с главой МИД Таджикистана, и обсуждали они, как говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса, в том числе последнюю вспышку насилия. Выразив соболезнования в связи с гибелью людей во время столкновений на границе Киргизии и Таджикистана в апреле, госсекретарь высоко оценил усилия по деэскалации военных действий, демаркации границы и достижению прочного мирного урегулирования спора. Госсекретарь также отметил важность развития региональных связей, прав человека и основных свобод для всех. В разговоре Блинкен также подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и независимости Таджикистана. А 24 мая тему взаимоотношений между соседями затронул президент России Путин. Как вы знаете, совсем недавно у нас в Москве был с визитом президент Таджикистана. Мы обсуждали, конечно, и с ним этот вопрос, позитивно восприняли намерение двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров. Уверен, что эта цель может быть достигнута именно таким способом. Все, что от нас зависит, мы будем делать для того, чтобы помочь вам в решении этих вопросов. На встрече с киргизским лидером Садыром Жапаровым в Сочи он призвал правительства двух государств начать поиски общего языка для недопущения новых кровопролитий.